Ежегодно в России 27 мая отмечают День библиотек. В республике были проведены различные мероприятия, посвященные этому дню, среди которых вручение премии главы республики имени Крафта, открытие библиотек и, само собой, была проведена традиционная Библионочь. Мероприятия, проводимые в рамках этого дня, коснулись не только столицу региона, но и другие улусы. В этом году День библиотек в Якутске прошел в формате фестиваля «Читаем все». Он объединил 4 библиотеки города. Это Национальная библиотека Якутии, Республиканская библиотека для слепых, филиалы централизованной библиотечной системы Якутска и научную библиотеку СВФУ. Организаторы – представители 17 крупных разноплановых мероприятий. Торжественное открытие в нацбиблиотеке состоялся 24 мая. В селе Чапаево в нашем филиале библиотеки-архиве первого президента республики состоится открытие центра удаленного доступа к президентской библиотеке Ельцина. Это такое знаковое событие с приездом почетных гостей. Далее состоялось мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек, где были оглашены лауреаты премии главы республики имени Крафта. Стоит отметить, что это самая престижная премия в области библиотечного дела в нашей республике. Победители выбрали по 3 номинациям: попечитель и меценат, библиотека года и библиотекарь и библиограф года. Помимо этого, впервые выбрали обладателей почетного знака. Будут вручены награды Министерства культуры Республики Саха-Якутия. Награда эта учреждена в этом году. Это знак за вклад в развитие библиотечного дела Республики Саха-Якутия. Такой нагрудный знак, который носится на правой стороне груди. В этом году 5 специалистов библиотеки Республики Саха-Якутия получат эти награды. Премия главы республики имени Ивана Крафта была учреждена в 2003 году. На протяжении 20 лет ежегодно выявляются лучшие библиотеки и библиотечные работники, меценаты и попечители и те, кто внес большой вклад в развитие библиотек республики. Премия является высшим признанием особых заслуг. Эта награда – работа не только одного человека, это заслуга всех моих коллег и моей команды. В маленьком Наслеке модельные библиотеки, они являются центром досуга для семей, для населения и являются центром информационного обслуживания. Во многом благодаря труду таких людей, которые искренне любят свое дело, наша республика признана самым читающим регионом страны. А по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион-2021» Якутия признана территорией книги и чтения. За особые заслуги и большой личный вклад премии главы в номинации «Попечитель и меценат» был отмечен глава Вилюйского района. Вилюйский улус-район также старается заботиться на развитии образования и культуры. За последние 5 лет в сфере культуры район вложил 1,5 миллиарда рублей. Я считаю, что улус делает все правильно. И это работа не только одного главы, но и всей нашей общей команды. Помимо премии имени Ивана Крафта, в этом году Министерство культуры республики учредило награду за вклад в развитие библиотечного дела Якутии. Всего со всей республики обладателями почетного знака стали 5 библиотечных сотрудников. Тем работникам библиотек республики, которые на протяжении десятки лет вносят свою лепту в развитие библиотечного дела в республике, в России. Это впервые мы в этом году учредили и впервые вручили. И мы надеемся, что оно станет именно тем знаком, который будет еще больше дать возможности нашим коллегам. День библиотек – это не только профессиональный праздник библиотечных работников, а еще и тех, кто посвятил свою жизнь сохранению и развитию отечественной книжной культуры, а также всенародный праздник тех, кто любит и ценит книгу.
Сегодня библиотеки идут в ногу со временем, отвечают самым современным тенденциям, стали центрами духовного наследия и культурной жизни городов и сел, также точками генерации идей и общественной активности. Так, в селе Эмисы Амгинского района прошло торжественное открытие Эмисской сельской модельной библиотеки. В прошлом году коллектив библиотеки принял участие в конкурсе на получение гранта в республиканском отборе сельских модельных библиотек республики. По итогам конкурса выиграл грант на сумму 800 тысяч рублей. В рамках реализации проекта библиотека прошла модернизацию, изменилось внутреннее пространство библиотеки, установлено современное компьютерное оборудование и комфортная мебель. Значительно обновился книжный фонд. Теперь Эмисская библиотека – это не просто библиотека, это новое, современное, привлекательное пространство, открытое для получения знаний, для творчества, культурного, духовного и нравственного развития. Площадка для творческих идей и проектов. И сегодня в преддверии Российского дня библиотек мы открыли эту библиотеку, первая в Улусе, да, получается. Но в последующие годы по стратегии до 2023 года мы должны сделать план по модернизации библиотек нашего Улуса. С администрацией Улуса, с главой уже Кузьминым Степаном Николаевичем уже этот вопрос решается. И в последующие годы будут проводиться капитальные ремонты наших сельских библиотек, чтобы стать модельными библиотеками и участвовать в национальном проекте «Культура». Между тем открылся удаленный электронный читательный зал в селе Чапаево в Хангаласском Улусе. Президентская библиотека имени Бориса Ельцина – это электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку. Всего в стране открыты и функционируют свыше 1500 удаленных электронных читальных залов президентской библиотеки. Например, в Якутии в селе Чапаево открыли 3-й по счету. Первые были открыты в Национальной библиотеке и в нашем государственном собрании Илтумен. На церемонию открытия удаленного читального зала в библиотеке и архиве первого президента Михаила Николаева прибыл директор Тюменского филиала президентской библиотеки Олег Шор. И именно здесь у нас будет возможность получить доступ к более чем 1 миллиону единиц хранения из фондов первой электронной национальной библиотеки России. На сегодня это свыше 90 миллионов сканов. Новый удаленный читальный зал оборудовали 4 рабочими местами. Сюда может подойти любой желающий для работы с ресурсами президентской библиотеки, такими как цифровые копии раритетных книжных изданий, архивных документов, научных работ, аудио и видеозаписи и другие материалы. Сегодня Чапаево – это место, Мекка, можно сказать, для молодежи, потому что здесь работает Малая академия наук, собираются молодежь, школьники со всей республики, и этот ресурс, он будет очень важен вот как раз для патриотического воспитания нашей молодежи. После торжественного открытия состоялся круглый стол, где приглашенных сотрудников библиотечной системы ознакомились с деятельностью, функциями и фондом президентской библиотеки, а также обсудили вопросы расширения сети на территории республики. И ждем, что будут подключаться вот не только Николаев-центр, да, филиал Национальной библиотеки, но и будут потихоньку подключаться филиалы города Якутска. На круглом столе посредством видеоконференции также приняли участие специалисты из других регионов: Хабаровский край, Амурская область, Республика Бурятия, Приморский край, а также работники библиотечной системы из других районов республики. Завершилось мероприятие подписанием дополнительного соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Якутии и президентской библиотекой имени Бориса Ельцина. А 7 мая состоялось одно из главных долгожданных культурных событий страны. В 12-й раз прошла всероссийская ежегодная акция «Библионочь».
Главной темой этого года стала любовь к книге. В Национальной библиотеке «Библионочь» прошла в основном корпусе в отделе периодических изданий и книгохранилище, где усилиями сотрудников библиотеки была организована площадка под питерское арт-кафе Серебряного века «Подвал бродячей собаки». Этот фестиваль сплотил всю библиотечную систему нашей республики. Особенно хорошо себя зарекомендовала вообще вся библиотечная система города Якутска. И здесь очень много всевозможных мероприятий, которые проходят, начиная буквально с 3 мая этого года. Ежегодно май месяц будет фестивальным годом, в рамках которого будет проходить и всероссийская акция «Библионочь». В республике продолжат развивать культуру чтения. Так, в сентябре 2023 года в рамках ежегодных гурвических чтений, инициированных Арктическим государственным институтом культуры и искусств при поддержке Национальной библиотеки республики, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, будет проведена одноименная секция «Пространство чтения Арктики» с презентацией первого выпуска серии научно-популярных фотоальбомов «Голоса Арктики», «Русское устье», «Аллайховский улус». Результат полевых экспедиций социологического исследования «Книга. Чтение» библиотеки арктических районов Республики Саха-Якутия.